Здравствуйте, ребята! Пришло время нашей передачи «Сказка на ночь». И сейчас я хочу прочитать вам русскую народную сказку «Кому горшок мыть». Жили-были старик со старухой, ленивые-преленивые. Один на другого всякую работу перекладывал. Надо избу к ночи на крюк запереть, у них спор. Тебе запирать? Нет, тебе. Отпирать поутру опять спор. Тебе отпирать? Нет, тебе. Я вчера запирала. Вот раз надумали они кашу сварить. После споров до разговоров сварила старуха горшок каши. Сели они, съели кашу. Надо бы горшок мыть. Принялись старик со старухой опять спорить. Старуха говорит: я кашу варила, а тебе горшок мыть. Нет, говорит старик, раз ты варила, тебе и мыть. А я никогда в жизни горшки не мыл и мыть не буду. А я 100 раз мыла, больше не хочу. Эка ты упрямый да ленивая, сам таков. Спорили, ни один не желает горшок мыть. Остался горшок немытый. Глянул на него старик и говорит: старуха, что тебе? А ведь горшок-то не мытый. Возьми да помой. Сказал я тебе, не мое это дело. И я сказала, не мое. И опять давай спорить да браниться. Устал старик спорить и говорит: вот что, кто завтра утром первый заговорит, тому и горшок мыть. Согласилась старуха. Улеглись они спать, старуха на печке, старик на лавке. Горшок на столе немытый остался. Проспали они ночь. Зашло солнышко, утро настало. Старуха на печке лежит, не встает. Старик на лавке лежит, помалкивают оба. Кто кого перемолчит. В хлеву корову мычит, доить ее надо, в стадо гнать. Петух да куры кричат, на двор выйти хотят. Поросенок визжит, есть просит. Старуха лежит, глазами водит, с печки не встает. Старик на нее посматривает, с лавки не поднимается. Горшок на столе стоит. Люди наработались, обедать сели. Старик да старуха все лежат. Дивятся ближние соседи, что такое? Не беда ли какая-то случилась? Почему старуха корову стада не вывела? Почему у нее печка не топится? Пришли, дернули дверь. Заперта дверь изнутри, на крюк. Стали стучать, никто не отзывается. Ой, тут уж все соседи собрались, стали совет держать. Что делать? Надо, говорят, дверь выломать, да посмотреть, не угорели ли они, не померли ли. Выломали дверь, пошли, смотрят. Старуха на печке лежит, старик на лавке, оба дышат, у обоих глаза открыты, оба живы. Соседи спрашивают: что у вас случилось? Почему целый день лежите? Или нездоровы? Старуха молчит, старик молчит. Соседи ничего понять не могут. Народу полная изба набралась. Все говорят, шумят, водой на старика со старухой брызгают, за рукава их дергают. А старуха и старик молчат, как убитые. Побежали за попом, может, он знает, может, он понимает. Пришел поп, подошел к печке, спрашивает старуху: что у вас приключилось? Почему онемели? Молчит старуха, только недобро на попа поглядывает. Поп к старику: или язык отсох? Поп и говорит: надо с ними оставить кого-нибудь, пока они в себя не придут. Одних их бросать нельзя. Кто с ними останется, кто за ними присматривать будет? Одна баба говорит: мне не досуг, не белье стирать да полоскать. Другая говорит: а мне кормить ребят надо. И той некогда, и другой некогда, и у третьей времени нет. Тут
одна старуха и выискалась. Я, говорит, стала бы за ними присматривать. Да мне плату за это положить надо. Я не согласна и время проводить так-то. Верно, говорит поп, надо тебе за труды плату получить. Только что ж тебе дать-то? Повел он глазами по избе и усмотрел у двери на гвозде старухину шубу теплую. Вот, говорит, и возьмешь эту шубу за свои услуги. Только он проговорил это, как старуха скок с печки да к шубе, ухватила за нее и давай кричать. Да где ж-то видно, да где ж-то слыхано чужим добром распоряжаться? Да я эту шубу только прошлым летом шила, да я за нее всякому глаза выцарапаю. Тут и старик с лавки вскочил, к старухе бросился, руками размахивает, кричит во весь голос. А, старая, тебе горшок мыть? Тебе! Ты первой заговорила! Ты! Плюнул поп, и все соседи плюнули. А ну их к бесу! Коль они живы и здоровы, пускай сами разбираются, кому горшок мыть. Вот такая смешная сказка русская народная. Спокойной ночи, ребята. До новых встреч!